В Амгинском районе проживает 4084 семьи, из которых 1021 являются многодетными. Так, в селе Покровка проживает 210 семей, из них 29 многодетных и 20 интернациональных семей. Одной из интернациональных и многодетных семей является семья Петровых. Александр и Игорь Петровы вместе 21 год, имеют 4 детей. Петровы по образованию ветеринары. Познакомились они, будучи студентами Якутской государственной сельскохозяйственной академии. Ну, вообще мы студенческая семья. Мы с Александрой вместе учились в сельхозакадемии, тогда ЕГСХ была. Ну, она на курс младше меня училась, факультет ветеринарной медицины. Ну, в общежитии познакомились, ну, как это всегда бывает. Кто-то кому-то понравился, какие-то интересы. И вот так начали дружить. И в 2003 году сыграли свадьбу. Ну, это получается, Александра была на 3-м курсе. Да, На 3-й курс, я на 4-й курс. И, ну, вот так образовалась наша семья Петровых. И осенью, в октябре уже дочки родились, близняшки Айза и Белла. Ну, тоже, получается, студенческие дети, жили в общежитии, ну, прошли эту всю школу, так скажем, студенческой жизни, общежитие, учеба, зачеты, экзамены. Ну, в принципе, были общие интересы, учились на одном факультете. Ну и вот такая наша семья, студенческая, можно сказать. Ну вот уже получается 21 год уже нашей семьи, 4 детей. Вот Айза, Белла, они сейчас студенты 3-го курса медицинского института ЦФУ. А Элита 8 класс учится. 7 класс, все тороплю события. Ага, Амгинский лицей. И Даниил 3 класс, тоже Амгинский лицей. Ну, учатся хорошо. Ну, дети, в принципе, это нас радует своей учебой, своей активностью. Тоже любят спорт, как и папа. Семья Петровых – семья интернациональная. Александра Николаевна якутка, родом с Чужепчинского улуса, а Игорь Петрович – русский, коренной покровчанин. Я родом с Черепчинского района, село Дерин. Училась и выросла там. И школу закончила, и вот вышла замуж, и уже как в Покровке живем. Нас в семье 4 детей, я 3-й ребенок в семье. И Игорь тоже, да, 4? У нас тоже 4. Он 2-й ребенок в семье. Так что... Тоже из многодетных семей. Я сам покровчанин, вот в Покровке родился. Александра, как сказала, уже с Черепчинская девушка. Ну, знали уже с моей стороны и с его стороны, что русский парень, якутка, типа вот так. Ольга такого никого и не удивила, да? Ага. Так и как будто должно быть. Ну, как по ходу вещей. Поехал, познакомился. Как сейчас помню этот день. Вот, Дерин поехал, тогда был апрель, было слякотно, но мама, вот теща моя, Алена Семеновна, очень хорошо нас встретила. Ну, мне все понравилось, хорошая семья, такая, ну, основательная семья, все воспитанные, все с образованием, ну, как бы это, ничего такого сверхъестественного в этом не было для меня. Тем более в Покровке я тоже вырос, у нас и русские, якуты, ну и другие национальности. Поэтому, тем более мы амгинцы, как нас все воспринимают Баганайдар. Поэтому ничего такого. Даже было очень интересно, наоборот, вот влиться в эту историю, культуру. Тем более Дерин такой известный наслед в республике. Мне очень было интересно, на самом-то деле, в принципе, вот. А дети тоже, ну, как бы, мы их растим всегда, чтобы они ко всем относились хорошо, как бы во всех отношениях, ну, вели себя достойно. Все мы люди, как бы, и разделять по национальностям, по религиям, то есть мы никогда это, ну, наоборот, всех нужно уважать. Ко всем нужно относиться вот с должным уважением, как бы. Семью Петровых знают как семью с очень активной жизненной позицией. Петровы любят активный отдых, любят путешествовать, ходить в походы и просто обожают быть все вместе.
Мы любим вообще вместе находиться. Вот мы всегда смеемся, что когда собираемся, мы можем на одном квадратном метре быть все. Да, всей семьей из 6 человек. То есть на кухне. Ну, то есть нас вот даже тянет, ну, чтобы быть рядом. Мы любим ходить в походы. Ну, у нас я не рыбак и не охотник, да, но я спортсмен и я ягодник. Поэтому я стараюсь тянуть туда, куда у меня эта душа, да, рвется, так можем сказать. Ну, стараюсь, чтобы мы выходили почаще на природу. Вот мы выходили, ездили, в городе жили, тоже частенько ездили на велосипедах, пешком, в походы. Как бы интересно было. И вот родилась такая идея, чтобы построить себе вот заимку, да, ну, называется Саилык, где мы проводим все лето. Там у нас хозяйство, там мы доим коров. И вот это все увлечение вот этими походами, какими-то вот выходами на природу, оно вылилось вот в это мероприятие. Мы все лето проводим на природе. То есть там нет электричества, там мы у реки живем, там первые года готовили на костре, на мангале, да? Да. Было такое время. Мы в семьей любим ходить в походы, особенно вот весной, летом, осенью. Ходили вот недавно, после Нового года, в поход. На гору поднимались в минус 40 с чем-то градусов. Очень было холодно. Устали очень. Там были типа вопросы, связанные с Амгой, с Покровкой. Папа делал такие листочки, и там были вопросы. Например, когда образовалась Амга, когда образовалась Покровка, какие притоки у реки есть. Вот такие вот примерно вопросы связанные. Игра какая-то. Ага, Игры. да. И вот у кого больше вопросов, потом мы поехали в магазин и купили сладости. А я еду за туманом и за запахом тайги. Поход в жесточайших условиях. Группа из 6 человек. Идем. Вот. Снег. Снег. Куда идем? Мы идем к скалам. Ищем очередное КП. Давайте. Вон шалаш. Шалаш. Начинается конкуренция. О, счастливые люди. Нашла очередное КП. Сейчас будем отвечать на вопрос контрольного пункта. Сейчас будем чай пить. Родители стараются привить детям любовь к природе, труду и спорту. Самое хорошее качество – это самостоятельность. Когда дети… что такое самостоятельность? Самостоятельность – это набор умений и знаний. То есть то, что родители передают своим детям, навыков. Если он самостоятельный, значит, он уверен в себе, он может сделать то-то, то-то, то-то. Допустим, у нас сейчас старшие дети, они настолько самостоятельны, что, ну, Александра всегда их учила готовить, за собой ухаживать. То есть воспитывали в таком духе, чтобы они были, ну вот, более независимы. Мы говорили, вы пойдете учиться. Они у нас уже с 8 класса, 9, 10, 11 в МГИ учились. И жили там, ну, в разных местах. И я говорю, все равно вы должны уметь приготовить себе есть, собрать себя в школу, делать уроки. Вас никто, мы вот здесь, а вы там. Вас никто не будет как бы теребить, делайте. Вы самостоятельно сделаете, тогда у вас будет результат. И вот они научились, и мы уверены, что они вот действительно такие универсальные студенты. Умеют все, да? Приготовить, собраться, очень хорошо, ну, хорошо учатся, самостоятельно все делают там. И мы не переживаем за них в этом плане. Вот если родители научат самостоятельности своих детей,
Вот младший у нас еще далеки от этого. Еще придется работать и работать над этим. Оказывается, старшие дети и младшие дети – это совсем разные вещи. Когда были старшие, когда у нас Айза была, маленькие были, ну, как-то это, ну, студентами были, учились там, не знаю. Ну, как-то вот они немножко по-другому воспитаны. Немножко. А младшие, они более такие избалованные. И сейчас время такое, им все интересно, вот это все. Мы росли со старшими, да. Мне было Тебе было 20? 20, а ей 19 лет. В принципе, зато мы понимаем, чем они сейчас живут, мы разговариваем на их сленге, мы их полностью понимаем, в принципе. Вот Александра с детьми более близка, чем я, ну, потому что мать, как бы, ну, все равно расти с детьми – это очень хорошо. А когда вот младшие, да, появились, там уже и ответственность как будто бы другая, как будто бы больше переживаний. За младшего совсем вроде 4-й ребенок, сын. Хотелось бы, чтобы он там умел то, что умеешь ты, но с другой стороны жалеешь тоже, что ли, больше. Ну, надеемся, что надо себя переломить вот, в воспитании с младшим поколением. Тогда будет, я думаю, нормально. Ну, я думаю, что все равно на собственном примере это положительно будет. Они смотрят, вот стараюсь их с собой брать, чтобы они посмотрели, как мы работаем, откуда все это происходит, откуда деньги в доме, как это делается. Я думаю, что это все равно до них должно дойти. Ну, вот посредством вот наглядного примера. Вот как мать ведет себя, да? Как ухаживает за домом, как готовит, как вообще вот все это, весь быт содержит. Поэтому я думаю, на этом примере все равно они подтянутся. Ну, я занимаюсь спортом, лыжами, волейболом. В прошлом году в апреле ездила на лыжные сборы в Алдан. А вот с этого года, ну, с 23 сентября, в октябре начала на волейбол ходить, в спортивную детскую юношескую школу. Также я люблю творчество, я люблю рисовать, алмазные мозаики люблю делать. Ну, учусь я хорошо довольно. У меня вот троек в четвертях нету совсем. Да, с 1 вот по 7 класс ни одной тройки не было. Так, еще отличницы бывают иногда. Но вот подводят меня якутский и русский. Ну вот летом на Сайлыке я коров доила, когда я была. Еще я коров гоняла на поле, чтобы они паслись. Также потом вечером пригоняли их, ну, на дойку. Также телят мы загоняли в загон перед дойкой. А огород поливаем также. Чему вот учат тебя родители? Ну, самостоятельности, чтобы я все умела делать, чтобы вот не нуждаться слишком в помощи, сама все делаю, чтобы в будущем все я смогла сама сделать вдали, если вот уеду учиться далеко, чтобы я все могла делать сама, в принципе. С папой на лыжах катались вместе, он учил меня коньковому ходу, а также еще классическому ходу учил. Мы ходили вместе кататься на лыжах, также на велике мы катались вместе. Мне 9 лет, 25 апреля будет 10. И занимаюсь волейболом. Учеба такая, подводит русский язык, тройка. Хобби мое, я люблю собирать лего. Всякие механизмы, постройки. Недавно, где-то в ноябре, я собрал огромный эскалатор из Лего Техник. По дому полы пылесосю, дрова складываю и папе помогаю на выходных. Летом пасу коров, еще что. Сено подлаживаю, поливаю цветы. Папа такой добрый, не стесняется ничего. Ну, такой общительный. У него знакомые по всему миру, мне кажется. Мама такая стеснительная, добрая, рукодельница. Каждый год шьет игрушки из этой пряжи. Семья переезжала жить в город Якутск несколько раз, но сельская жизнь Петровым нравится больше. Да, Мы после студенчества жили в городе, потом приехали сюда. Я работал в администрации,
Потом опять в город уехали. Я стал военнослужащим, да, по контракту 5 лет отработал. И вот мы в 18 году переехали обратно в Покровку. Ну, тогда у нас уже дом был, хозяйство кое-какое было, ага. Сохранили нам хозяйство. Большое спасибо за это. И вот с этого момента мы уже развиваем свое хозяйство крестьянско-фермерское. Мы его назвали «Кормилец», потому что мы реализуем свою продукцию населению, как бы кормим настоящим фермерским таким продуктом. Ну, в принципе, город, он это... Вот для меня он не подходит. Ну, он инициатором был переехать обратно. Конечно, мы не хотели переехать. Он захотел. Именно вот занимается сельским хозяйством, что вот так свободно сам на себя работать как бы. Поэтому куда папа, туда и мы. Да, на себя работать оно всегда как бы и интереснее, и ответственнее, и вообще, когда получаешь результат от этого, очень приятно. Очень приятно, когда смотришь, что у тебя и привесы, и молоко растет, и сено ты косишь хорошо, процесс идет, принимаешь решения, эти решения как бы исполняешь. Это очень здорово на самом деле. Вот. Мы счастливые люди, что живем в селе. В городе, конечно, в городе хорошо, там мероприятий много. Допустим, у меня много там было спортивных мероприятий, соревнований. Я везде участвовал, старался. Круг общения был большой. Дети, школа, детский сад, все было, в принципе, это устроено. Вот контракт я сам не продлил, и вот я уже думал об этом, что приеду, буду заниматься животноводством. Обязательно коней будет больше, еще что-то. И так все идет по этому, что мы построили Саилык, да, вот там же турбазу строим, агротуризмом занимаемся потихонечку. Все как-то вот оно идет одно за одним. Идеи рождаются. И вообще, когда занимаешься спортом, особенно вот бег или лыжи, да, или велосипед, что-нибудь такое цикличное и долгое, всегда появляются какие-то интересные идеи. Вот именно в этот процесс, когда ты тренируешься, мысли светлые или что, я не знаю, всегда вот какая-то идея. Вокруг этой идеи строится потом какой-то вот процесс. Потом этот процесс выливается в что-то. Строится здание, там, не знаю. Я думаю, что правильной дорогой идем. То, что вот выбрали жизнь в селе. Конечно, проблемы здесь со школой в Покровке, но это временное явление, надеюсь. В 2019 году, благодаря грантовой поддержке «Агростартап», Петровы построили скотопомещение на 50 голов. На сегодня хозяйство возросло до 90 голов. С 1 июля 2019 года хозяйство наше существует, вот уже по сей день. В принципе, начали мы неплохо, у нас старт был хороший, у нас свое поголовье уже было, личное подсобное хозяйство, да. Поэтому постепенно и это увеличили поголовье. В разные годы было по-разному, доходило даже до 100 голов. Так как не хватает кормов, земли, там кое-какие другие экономические вопросы, поэтому мы немножко это то сбавляем, то увеличиваем, но всегда придерживаемся того плана, который у нас есть. Мы же работаем по плану, мы же грант получили. В принципе, мы должны это поголовье сохранять. Но у нас всегда больше. То есть мы сдаем молока больше, мяса больше, поголовья у нас больше. У меня ранний отел. У меня с начала декабря уже начинается отел. И вот постепенно идет. Сейчас уже 10 голов. Каждый день надаиваем где-то около 70 литров молока. Сдаем, мы круглый год сдаем. У меня вообще политика работы такая, что молоко нужно сдавать круглый год, чтобы не было вот этих финансовых каких-то обвалов, кассового разрыва. В принципе, у нас получается, потому что у нас есть свои быки-производители. По первой же случке корова осеменяется быками, соответственно, она это приносит потомство рано. Есть вот молодые коровы, телки, которые, допустим, до июня месяца тянутся, отел. Это тоже хорошо, потому что мы их, считай, где-то до апреля спокойно можем доить. То есть у нас всегда молоко, у нас всегда есть средства, молочные, имею в виду. Поэтому это очень хорошо. Я бы всем советовал, чтобы придерживались именно такого момента, чтобы всегда было молоко.
В работе хозяйства участвует вся семья, у всех свои обязанности, все умеют доить коров и косить сено. Дети же сейчас хотят заработать на что-то. И они понимают, что есть такая финансовая грамотность. Они получают заработную плату, хоть небольшую, папа им платит, они хотят увеличить объем своих услуг. Это очень здорово и начинает правильно выстраивать взаимоотношения. И второе, они учатся оперировать деньгами. Это очень здорово. Они понимают, что они заработали там на телефон или еще на ноутбук, допустим, да, студенты. Это очень классно. Когда они сами видят, что вот мы надоили столько молока, да, столько мяса продали, мы им говорим, вот мы заработали столько-то, а в прошлом году столько-то, уже идет анализ. Это очень для них очень приятно. Кроме крупного рогатого скота, Петровы держат лошадей. Зимой на подкормку Игорь Петрович берет своих детей, и вот на одной из них мы побывали вместе с ними. Едем кормить молодняк лошадей в поле, сейчас поищем их. Мы должны стоять, в принципе, на известном нам месте. Тебеневка в этом году идет хорошо. Лето было хорошее, осень была относительно сухая, поэтому корма есть. Взяли зерно, будем найдем, рассыпем зерна, покормим. Там двухлетки, трехлетки, поэтому их обязательно нужно подкармливать. Сейчас очень самое такое время для них подпитаться. Хотел загнать в загон, но места не хватает, стоят годовалые. Будем кормить в поле. Ну, в поле кормить тоже хорошо. Много снега. После тебеневки им нужен снег. Ну, всю зиму практически подкармливаю. Сейчас даем овес. Хотел домой пригнать, но здесь буду кормить. В принципе, состояние нормальное. Вот детям показываю, чтобы видели, как процесс идет, как выращиваем лошадей. Рассказываю про уникальность якутской породы лошадей. Действительно, такие минуса, такую жару переносят спокойно, кормятся. Ну, неприхотливые, да, Даня? Угу. Сами же едят, да? Да. В поле. В принципе, это показываю, чтобы дети знали о сельской жизни, знали, чем папа занимается, чем семья занимается. Ну вот, миссию сегодня выполнили. Основное. Все же на месте, да? Сколько? 10. Все на месте? Да. Вот. Ну все, в принципе. Ну а такое занятие вам нравится? Нравится. Что вы делаете? Кормим лошадей. Еще. Холодоустойчивые, выносливые. В дальнейшем Петрова планирует участвовать в семейном гранте и расширить свое хозяйство. Мне нужно оценить свои возможности и попробовать поучаствовать в этом гранте. Да, я хочу скотопомещение большое, более-менее благоустроенное, механизированное. Так у нас век так 21, поэтому все должно быть. Такого вот ручного труда должно быть меньше, тогда эффект будет больше. Объявленный год семьи в России и год детства в республике семья приняла с большой радостью и воодушевлением. Ну, государство, да, последние года очень хорошо поддерживает семьи материально, да. Ну, платятся там вот эти пособия различного рода уровня. Ну, это здорово. Это давно должно быть так. Но это очень здорово, когда государство обращает внимание на семьи и на детей в частности. Потому что, действительно, хотелось бы, чтобы помощь была тем, кому надо. На самом деле. Кто нуждается в этой помощи. Тем более в столь сложное время.
Семья – это источник вдохновения, поддержки и любви. Это место, где каждый человек может быть самим собой, чувствовать себя защищенным и любимым. А семья Петровых – прямой этому пример.